Сабырбек Дейканов сидит за первой партой, только перед глазами ученика не школьная доска, а стена. В этом кабинете не хватает места, поэтому нет никакой лишней мебели. В школе учатся в 3 смены, сидим в тесноте. Нам, например, не видно доску, поэтому мы очень просим построить нам новую школу, чтобы и окна были. Поговорка «в тесноте да не в обиде» на занятиях не работает, ведь в таких условиях тяжело проводить урок, а школьники из-за скученности за партой могут плохо усваивать новую информацию, сетуют учителя. В нашей школе много проблем. Составить расписание занятий – та еще проблема. Дети учатся в 3 смены, занятия физкультуры проводятся на улице, даже если холодно. И всегда последним уроком, чтобы освободить кабинет для следующей смены. Для дополнительных занятий нет условий, даже в этом есть необходимость. Само здание было построено еще при Советском Союзе и не имело никакого отношения к школе. Его перепрофилировали в учебное заведение после основания села Джаныбак. С ростом местного населения рядом со школой ашарным методом был построен дополнительный корпус, но селу нужна новая современная школа. Мы подняли вопрос нехватки социальных объектов перед полпредством области. Мы трансформировали под строительство новой школы 2 гектара земли, подготовили все документы. Мы надеемся, что в этом году государство выделит необходимые на строительство средства. Местные жители надеются, что у них появится новая школа, ведь в последние годы государство уделяет большое внимание строительству социальных объектов, в том числе учебных учреждений и детсадов. Мадина Низамова, Аделора Залиф, Татыбюбюкинджи Акунова, Эльтер, Баткенская область.